Друзья, Дарья Михайловна, добрый день. С вами снова я, Лейла, с канала «Как-то так у Лейлы». Так, с Аишкой немножко поигралась. Аишка теперь сама сидит за телефоном, Ибрашкиным играет, мультики смотрит. Вот мне Ибрашка и мой дивер выкопали картошку. А вы скажете, у тебя же съела лошадь картошку. Но те 6 рядов практически там ничего нет. Вчера копали, там, по-моему, 2 ведерочка выкопали. А это у меня поперечных 2 ряда было. У меня же по огурцам была та картошка. А эти вот прям поперечные ряды. Там 2 ряда было, я их вообще не копала летом. И вот то, что выкопали. Мелкая, конечно, но ладно, еще мелкая. Видите, как ее медведка подъела. У меня очень много медведки в огороде. Ой, не знаю. И, в принципе, вот за помидоры и эти самые перцы тоже подъедала, но там я бросала хоть эти отравы бросала, а в картошке я ничего не делала. Но ничего, хотя бы немножко будет картошка. Сейчас быстренько до обеда переберу, а на обед как раз к приезду Мадины надо будет делать лепешки, джаклиш. А Танзила позвонила старшая, что сегодня не едут. У них не получается приехать. Так что вот как-то так. Дорогие мои, не хотела, конечно, показывать, но решила все-таки, раз все равно делаю к обеду лепешки, покажу, как я делаю тесто. Так, сейчас. Муку я просеяла. И вот теперь у меня, к сожалению, нет простокваши, кефира, только сыворотка. Ну и обычно, в принципе, я и делаю на сыворотке в большинстве случаев. Ничего такого не бывает. Литр сыворотки. Ой, разлила. Неаккуратная сегодня. Так. Чайная ложка соды. Прямо с горкой чайная ложка. Вот так вот. И столовая ложка соли. И замешивается тесто, я не буду процесс теста показывать уже, замешивается тесто как обычное дрожжевое тесто, друзья. Не очень крутое и не жидкое. Все-таки решила немножко показать. Замешивается вот медленно, не спеша, потихонечку, чтобы муку сразу много не добавлять, а вот именно вот потихонечку, не торопясь. Если кому-то это надо, я не знаю, может надо. Может, не надо. Я все-таки объясню. Тут у меня Аишка сидит. Кушает. Вся испачкалась. Показывать нельзя, да, Аишка? Нарвалась на малиновое варенье. Снова будет высыпание. Я не знаю, что делать. Отобрать нельзя. Ибрашка выпил чай с малиновым вареньем, ушел. Она не на него нарвалась. Хотела забрать. Плачет. Вот опять высыпет. Не знаю, что делать, как ее обмануть. Сейчас быстренько замешу тесто. Ой, друзья, вот так вот, видите? Я специально показываю. Хотела вообще-то сразу готовое тесто показать, но раз, не знаю, все время на ходу передумала его. Вот так вот медленно-медленно, не спеша, чтобы оно не было крутым. Дрожжевое еще как-то раз-раз быстро делается, а это вот процесс такой не очень-то быстрый. Потихонечку, чтобы муку сразу тесто не забирало много. И тогда оно будет такое более нежное. Его нельзя делать крутым, потому что лепешки будут твердыми, будут невкусными. Мне писали, что почему воду не макаете. Я никогда, даже если делала на сыворотке, воду их не макаю. Тем более, если вы, друзья, намазываете на лепешки, уже на готовые лепешки сливочное масло, то их в воду даже и не стоит обмакивать, потому что сливочное масло и так само по себе с водой. Но если уже топленым, то тогда еще можно. Но я, если честно, никогда в жизни не обмакивала в воду лепешки. И вроде бы никто не жаловался, они были мягкие. Так что вот так вот, друзья. Видите, вот так вот, не спеша, медленно.
Так, и вот тесто, друзья мои, готово. Видите, оно немножко прилипает к рукам, это ничего, оно так и должно быть. Чем оно такое более свободное, такое, лепешки будут мягче. Так, я чашку смазала растительным маслом. И теперь тесто полежит у меня часок. Как раз есть время, пока дочка придет с обеда. Тем временем и творог подготовлю, ну и то, что мне надо сделать. Вот так вот, друзья, тесто такое. Это тесто, я еще раз повторюсь, может стоять 2-3 дня в холодильнике, ничего страшного. Не в морозильнике, а в холодильнике. И если даже покроется такой серой пленочкой, это сода, ничего страшного, тоже я обычно не снимаю, просто перемешиваю обратно и все. Ну, если кого-то это как-то, кому-то не нравится, можете чуть-чуть его срезать. Но жалко просто тесто выбрасывать. И вот, друзья, пока я сидела с Аишкой, играла, замесила тесто, чтобы на обед постояло оно хотя бы часик. Попросила Диверя, чтобы мне не огород, а вот палисадник, который возле вот кухни, вскопать. Он мне перекопал тут кусочек. Хочу тюльпаны посадить. Ну, правда, не сегодня, но подготовил, чтобы он подготовил. И надо будет немножко чернозема или перегноя положить сюда, потому что тут вот еще гравия много впереди. Ну, вот как-то так, друзья. Работы, конечно, много. Нужно здесь прибраться. Вот сколько успею, столько сегодня сделаю. Делов много. Так, выкопал он мне георгины. Видите? Надо тоже с ними разобраться. Ну вот как-то так. Посмотрим, сколько что у меня получится. По ходу буду вам показывать. Как я уже говорила, я же показываю все, что делаю. Так, хочу калину показать вам. Все-таки, ой, в прошлом году у меня почему-то не было калины. Но в этом году вроде бы ничего. Видите, какая красота. Листья красивые. Я очень люблю калину. Я ее не снимаю, а зимой, когда вот она замораживается, прямо вот сюда выхожу и, не знаю, может быть, она даже и грязная, но все равно вот прямо люблю ее вот такую замороженную есть. Вот так вот, друзья. Калинка очень красивая. Малина нет-нет, да тоже зреет. Но, конечно, малины тут мало, просто так, чтобы поесть немножечко. Но показывать Аишке нельзя. У нас у Аишки на малину аллергия. Причем сильная. А Аишка очень любит малину. Я всегда забываю, как только она приходит, стараюсь ее покормить. А потом у нее все высыпает красненькое. Ежевику переносит, а малину нет. Аишка, а какую фигу не нравится? А ну-ка покажи. К нам приезжала моя подписчица. Хорошая моя подписчица. И всегда покупает у меня перепелиные яйца. И принесла Аишке. А ну-ка, что тебе принесла Аишка? Куколку вот такую вот. Ой, какая. Машенька, да? О, вот Машенька. Маша и медведь. Держи. И шоколадку. Ну, спасибо ей большое. Да, Аишка? Аишка, это мое, а? Да. Аишка, это мое. Аишка, а езжу? На. Это мое. Ну, у нас Аишка стесняется на камеру разговаривать. Ну, вот так вот, друзья. Мы тут с Аишкой время проводим, как говорится. Сейчас пойдем готовить маме джапельгиш и маму встречать, да? Да, Аишка? Пойдем? Пойдем. Так, друзья. Мадина позвонила, что едет домой. Скоро уже будет дома. И буду делать лепешки для нее с творогом. Она их любит. Как я сказала, сегодня Танзила не приехала. Что? Если честно, маме я уже сделала. Покормила, потому что уже почти 2 часа. Вот так вот собирается. Беру тесто, чтобы не мешало.
Кто-то любит потоньше, кто-то любит потолще лепешки. Так что, друзья, я лично сама люблю, конечно, тонкие. Кто-то любит, чтобы начинки было много. Это все уже как-то на ваше усмотрение. Уже в сковороде, чтобы я не стала нечетко выговаривать слова. Можно уже придать форму даже, чтобы было более круглая лепешка была. Аишка довольная, мамка пришла. И мамка довольная. Мамины чапик кушает. Вкусный чапик есть? Ну вот, друзья. Ну все, друзья, будем обедать. Как-то так. Заходите к нам на чапельки. А тут племянница с дядей вовсю сегодня развлекаются. Ну давай, танцуйте теперь. Ой, 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 ой. Давай. Давай, Хелхел. О. О, выкрутасы. Ну, да, станцию.